После того, как Меджлис, как Рифат Чубаров заявил о том, что будет марш, это было, по-моему, зимой сказано, Да, это марш на февраль, Крым, что ли, да. в феврале, по-моему, было сказано, Мгм. российские власти восприняли это чрезвычайно близко к сердцу. Настолько чрезвычайно близко, что решили возобновить производство по всем спящим уголовным делам, которые были возбуждены в 2014-2015 году против Мустафы Джемилева, против Рифата Чубарова, против Ленура Ислямова. Мгм. В один день в разных органах разные следователи возобновляют производство по разным делам. Вот я в такие совпадения не верю вообще. Слушай, ну они и на меня дело открыли вообще за непонятно Ну, когда. нет, Да, ну, тоже, да. странно, что раньше не открыли, Ну, это да, по их странно, да. Но логике. нет, ну просто вот это в эту твою логику Да. укладывается. Ну, да, потому что АТР активно освещает действия Меджлиса в том числе, да, и, естественно, это все вызывает жуткую изжогу у российских силовиков. Ну хорошо, Ну, я неплохо, доволен. я тоже так И считаю. тебе есть чем заняться. Да, и по этим делам я осуществляю защиту. По делу Мустафы Джемилева. Его обвиняют, я вкратце расскажу. Да, да, это кого в чем удивительное обвиняют. дело. Это его обвиняют там чуть ли там не как гангстера вообще, там террориста. Это, насколько я понимаю, 8-й процесс против Мустафы Джемилева со стороны советской, зачеркнуто, российской власти. Да, то есть на протяжении практически... Какой? Повтори еще раз. 8-й. Еще раз запоминаем. 8-й процесс против советского диссидента Мустафы Джемилева, первый из которых прошли еще в 60-х годах при советской власти, когда Андрей Сахаров ездил его защищать. И вот такое дежавю, что против того же человека, только во власти правопреемники советского ГУЛАГа сейчас продолжают вести дела. И эти статьи, номера статей против Джемилева, Чубарова и Ислямова из Русского кодекса уголовного